ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 3 марта, 13 часов, малый конференц-зал бизнес-инкубатора. Презентация сборника фантаста Александра Сальникова «Кумачевая планета» носит характер скорее неформальной беседы. Большая часть выступления писателя проходит в форме вопрос-ответ. Александр Сальников уделяет время каждому и затрагивает самые разные темы. От тенденций в современной фантастической литературе и особенностей этого жанра до деталей творческой автобиографии. Просто создавать любые условия для того, чтобы герой, мог измениться, мог трансформироваться. Можно его загнать в любые абсолютные условия и посмотреть, как он будет себя вести. Вот это вот, наверное, то, что фантастика дает делать, а любой другой жанр. В один период я был поэтом-песенником. Это очень модно играть на гитаре, иметь свою группу, и там неплохо получалось, на мой взгляд. Ну, слава богу, мы тоже все это прошло, детское увлечение. И потом, именно в литературе, когда я перешел, тут тоже можно так смешно сказать, как вы начали писать. Когда я понял, что нечего читать, я решил написать сам. Вот примерно из этой серии. Это, знаете, когда это? Когда ты что-то такое прочитал или посмотрел, фильм какой-то, думаешь, классный такой, вот я бы написал, но я бы, наверное, лучше сделал. Вот здесь он что-то как-то не дотянул, вот здесь бы я по-другому бы сделал, Доцент кафедры ПМ Пушкинского университета, кандидат технических наук Александр Сальников, писатель-фантаст, известный на российском уровне. Его произведения публиковались в таких известных журналах, как «Полдень 21 век», входили в сборники «Фантастика 2008», «Мелкий дозор» Сергея Лукьяненко. На счету автора 2 романа и множество произведений малой прозы. Творческая плодовитость – результат не только таланта, но и усилий над собой. Заставить себя писать порой бывает непросто. Вдохновение его источники вечно предсказуемое. Творческим стимулом для охтинского фантаста зачастую становятся дедлайны. На носу литературный конкурс, надо написать, и тут... Ты садишься, вот у тебя плохо идет, ты вот никак не получаете, фразы какие-то корявые, потом какой-то клапан какой-то момент открывается, и все, и пошло. Да? Но чтобы себя вот в это состояние себя погрузить, я использую, как раз использовал вот эти вот фейк-ноты. Да, наверное, это стресс. То есть, когда тебе нужно за какой-то сжатый срок, а время тикает, у тебя не получается написать на какую-то сложную тему, ты себя накручиваешь, тут бац, и происходит вот это правильно. Вот именно поэтому, наверное, конкурс пошел. Сборник «Кумачевая планета» собран из лучших, по мнению автора, произведений. В хронологическом порядке, и это важно, чтобы в процессе чтения можно было проследить творческое развитие автора. Примечательно, сборник фантастических рассказов выпустили на средства республиканского гранта «Социально значимая литература». Ежегодно проводится конкурс в Республике Коми. Выделяются деньги на издание литературы значимой республики. И участвуют в этом конкурсе не сами авторы, а участвуют издательства с рукописями авторов. То есть автор предоставит материал, и издательство, соответственно, участвует в конкурсе. Так получилось, что издательство «Сыктывкарская СКО» посмотрело мою рукопись, сочло ее достойной и поучаствовало в гранте. И вот так, соответственно, результатом эта книжка получилась. Значимой для общества литературы фантастику признавали далеко не всегда. Все изменилось, когда сюжеты все чаще стали становиться нашей повседневной реальностью. Суперсовременные гаджеты, машины, выполняющие работу за людей. Это, по мнению писателя, и дает ей вторую жизнь. Новое обширное направление влияния технического прогресса на общество. За последние несколько лет получили даже новые болезни, которые связаны именно с социальными фобиями. Интернет-зависимость, боязнь оставить дома телефон. Как бы глупо это не звучало, но если это гиперболизировать, то это потом переходит в психосоматику. И вот последний вопрос, который раскрывался, я вот сейчас говорю не свои какие-то там открытия, я просто транслирую то, что уже случилось, вышел сборник «Социум», который как раз и говорил о том, что будет с нашим обществом, если мы будем катиться туда же дальше. Герои из нового сборника Александра Сальникова, будь то гениальный врач или северный шаман, сталкиваются с вечными вопросами. Правда и сохранение своего «я», проявление человечности и чувства долга. Новые проблемы общества – лишь приз, сквозь которые писатели снова рассматривают мир человека. А цены остаются вечными, ведь правда?